решения в системе здравоохранения республики, которая сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам. Надо признать, что мы здесь очень серьезно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества. Повсеместные очереди в поликлинике, нехватка врачей. Такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает сегодня именно качество здравоохранения. Переоснащение сегодня требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование сегодня уже безнадежно устарело. Ситуацию надо менять, и менять надо ее кардинально. Поддержка председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева и полномочного представителя президента Дальневосточного федерального округа Игоря Петровича Груднева позволила нам добиться изменения методики распределения субвенций на обязательное медицинское страхование. Благодаря этому здравоохранение республики получит в наступающем 2019 году на 6 миллиардов 700 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Дополнительные средства пойдут в первую очередь на оплату труда медицинских работников, на приобретение медикаментов, расходных материалов, продуктов питания для больниц. Порядка 7 миллиардов рублей будет направлено на обновление медицинского оборудования, расширение сети, базирование санитарной авиации, повышение качества и доступности медицинских услуг через цифровые технологии. Безусловным приоритетом должна стать ранняя профилактика заболеваний. Чтобы это стало возможным, мы продолжим работу по созданию медицинской инфраструктуры, в первую очередь по строительству республиканского онкологического и кардиологического диспансера.